нас поручение от главы региона Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова показать наше гостеприимство, оказать содействие реализации всей программы, организации вашего пребывания в республике, чтобы у вас не было никаких замечаний, мы приложим максимум усилий. Как мы вчера обсуждали, тот факт, что глава республики Герой России Рамзан Ахматович Кадыров и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммад бин Заид, они называют друг друга братьями, братские и теплые отношения, это накладывает на нас определенную ответственность. В Чеченской республике были две военные кампании, которые до основания разрушили всю нашу инфраструктуру, все города и населенные пункты. Город Грозный, где мы сейчас находимся, был признан в 2002 году Организацией Объединенных Наций, специальной комиссией, был признан самым разрушенным городом в мире после Второй мировой войны. В республике орудовали террористы, экстремисты из более 55 стран мира. Ведущие эксперты, они прогнозировали, что на восстановление городов в республике уйдет от 50 и больше лет. И только благодаря нашему первому президенту, герою России Ахмату Хаджи Кадырову, да Аллаху Акбар, нам удалось победить международный терроризм. И сегодня республика является практически единственным регионом, где победили терроризм и отстроили заново все города и населенные пункты. Налажена мирная жизнь. Это пример того, как один человек может повлиять на ход истории целого народа. Поэтому мы сегодня, весь народ Чеченской Республики называет себя командой Ахмата Кадырова и заявляем, что мы идем по пути Ахмата Хаджи Кадырова. Ахмат Хаджи Кадыров говорил, что мы доказали всему миру, что мы умеем воевать. Сейчас мы должны доказать, что мы являемся учителями, докторами, спортсменами, развиваться по всем направлениям, налаживать взаимоотношения со всеми. В частности, с Объединенными Арабскими Эмиратами у нас особо теплые отношения. У нас в республике, как я рассказывал, функционирует школа хафизов, носит имя первого президента Объединенных Арабских Эмиратов. Вот здесь недалеко от нас функционирует отель «Локал», построенный инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов. В республике функционирует фонд Заида, который финансирует предпринимателей, бизнесменов. Тысячи бизнесменов получают помощь, финансовую помощь, поддержку из этого фонда. И одна из центральных улиц, самых красивых улиц города Грозный, носит имя нынешнего президента Объединенных Арабских Эмиратов, многоуважаемого шейха Мухаммада бин Заида. Мы гордимся нашими братьями, берем пример. Сегодня очень рады принимать вас здесь, в республике. Вы можете чувствовать себя как дома. В первую очередь хотелось бы поблагодарить господина министра и его команду. И действительно, мы увидели своими глазами это гостеприимство и этот прекрасный нрав вашего народа. И это действительно говорит о том, что это замечательная республика, замечательный народ. В своем небольшом выступлении я не могу не отметить то, что действительно личность Ахмата Хаджи Кадырова – это великая личность, которая сыграла очень большую роль в восстановлении республики и восстановлении города. Курс, его путь продолжил глава республики Рамзан Кадыров. И действительно их наследие и их путь можно проследить и в улицах города, в том, что мы видим в городе повсюду. Руководство Объединенных Арабских Эмиратов всегда нацелено на то, чтобы создавать прочные двусторонние отношения с Республикой Чечня. Это определенно прослеживается в дружественных отношениях между руководителями наших стран и, естественно, это также прослеживается в укреплении и прогрессии наших двусторонних отношений. Сегодня мы приехали сюда по указанию руководства Объединенных Арабских Эмиратов. В первую очередь с целью укрепления двусторонних отношений и увеличения числа визитов. И есть поручение от руководства нашей страны посетить Чеченскую Республику, увеличить количество визитов и рассмотреть перспективы расширения возможного сотрудничества. И еще раз хотелось бы подчеркнуть, что мы очень рады сегодня быть здесь, и также подчеркнуть, что наше руководство крайне заинтересовано в том, чтобы развивать, расширять двустороннее сотрудничество. Спасибо еще раз. Как мы вчера отметили, у нас относительно молодая, мобильная, коммуникабельная команда, настроенная в первую очередь налаживать вот эти горизонтальные связи.